На въезде во Владикавказ завершились работы по установке шумоизоляционной стены. Она защитит жителей окрестных домов от дорожной пыли и автомобильного шума, также обеспечит их безопасность. Длина объекта больше километра, поэтому для удобства людей за экраном были созданы проезды. Их ширина позволит проехать как легковому, так и большегрузному транспорту. В промежутках предусмотрены 4 остановочных павильона и пешеходные переходы. Первая подобная шумозащитная стена появилась в Северной Осетии более 10 лет назад. Тогда она была установлена на территории поселка Мизур. Дороги заставляют искать какие-то решения, чтобы защитить людей и от шума, и от гари, пыли и так далее. Этому, в общем, очень хорошо помогают строительство шумозащитных экранов. Они называются шумозащитные экраны, но это, в общем, решение сразу нескольких проблем. И экологических проблем, и вот чисто обустройство дороги. Детский ансамбль народного танца «Хурытын» примет участие в международном фестивале фольклорного танца, который пройдет в швейцарском городе Фрибур. Юные танцоры будут представлять не только Северную Осетию, но и весь Кавказ в целом. По случаю открытия фестиваля на центральной площади Фрибура пройдет флешмоб. Более 300 детей из разных стран исполнят единый танец. Фестиваль будет проходить в конце августа и продлится 10 дней. Мы едем в Швейцарию. У нас один тур в одном городе. Пробудем мы там с 15 по 25 августа. Фестиваль, которому 40 лет, юбилейный фестиваль, поэтому я думаю, будет очень интересно. У нас там будут сольные концерты. Концерты будут каждый день у нас. Сольные и фестивальные. Вместе с другими коллективами. В Северной Осетии задержана преступная группа, занимавшаяся незаконным оборотом оружия. В общей сложности у злоумышленников изъято 9 единиц огнестрельного. Из них 3 газовых пистолета, переделанных для стрельбы боевыми патронами, ручной гранатомет и 450 патронов различного калибра. В настоящее время все задержанные находятся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Оперативникам предстоит установить источники происхождения оружия и боеприпасов. Ведется следствие. В целях сбора и фиксирования противоправных действий сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с Управлением ФСБ по Северной Осетии было проведено несколько контролируемых мероприятий по приобретению оружия и боеприпасов у злоумышленников, после чего оперативниками Управления уголовного розыска совместно с ФСБ данные граждане были задержаны. В настоящее время все задержанные находятся под стражей, ведется следствие. Возбуждено уголовное дело по статье 222 части 2.